Говорят, что идеальный врач – это человек, обладающий глубинным знанием жизни и человеческой души, который интуитивно распознает любое страдание и восстанавливает мир одним лишь своим присутствием. Сегодня мы познакомим вас именно с такими людьми – династией врачей Жирковых, чьи неравнодушные сердца покорили многих, кому посчастливилось попасть на прием именно к ним. Это не просто замечательные профессионалы своего дела, но и прекрасные родители, воспитавшие достойных детей. Вот уже более 50 лет они идут рука об руку и дома, и на работе. А история рождения этой семьи начинается с далекого 1968 года, когда еще юные Вера и Руслан после окончания школы поступают на медицинский факультет Якутского госуниверситета. Мы впервые познакомились сразу же на первой практике. Отправили на картошку, всем курс. И познакомились мы на пароходе «Емельян Ярославский». Она была с компанией, я был в другой компании, но меня с ней познакомили усмайские девочки, сказать. Это Дордина Света, Дордина Люда. Вот они меня нашли как-то, с ними я так познакомился. Но меня сразу она как-то бросилась в глаза, потому что она как-то очень хорошо смеялась. Вечерами у костра, рассказывали, разговаривали. И мне понравилось то, что, в общем-то, его юмор у него был очень здоровый. И мы все, в общем-то, вся наша компания была такая дружелюбная, всегда понимали друг друга, помогали друг другу. И курс такой оказался прям действительно очень у нас способный. Очень такие были творческие дети, все поющих, очень много было поющих, всегда участниками хора, во всех мероприятиях участвовали. Ну, в общем, очень был активный курс. Учились вместе с такими ребятами, как Виталий Андосов, Света Дордина, Людмила Дордина, Игнатьев Петя. Лифу, наш друг Александр Сергеевич, тоже очень талантливый человек. Анна Наговицына, тоже генетик. В общем, очень много было талантливых, способных ребят. Поэтому, видимо, пришлось нам такой конкурс пройти и попасть на этот удачный курс. Действительно, мы очень были дружными, всегда гуляли, но тем не менее ни разу не пропускали лекции. Очень много друзей было. С друзьями общались. В основном я как-то мы вдвоем или редко бывали, всегда в компании. Ходили в кино, театр. Никогда не пропускали ни одной премьеры, ни в театре, ни кино одно не пропускали. По городу гуляли. Нам было по 17 лет. Даже за руки взялись где-то через год, через 2, что ли, когда гуляли. Начали почти каждый день встречаться. Парни, например, куда-то собираются, меня зовут и пойдем, говорят. Я говорю, подождите, я спрошу у Веры. Они говорят, мы уже спросили. И так я
так привык, что я каждый день все проблемы по учебе, по быту, все решали вместе. Наши друзья, одногруппники и все окружающие очень ждали, чтобы мы скорее, чтобы сыграли свадьбу. Уже много было свадеб, действительно, мы были уже и шаферами у наших друзей. На факультете ждали, когда мы поженимся. Как встречаемся, спрашивают, когда же свадьба? Мы все откладывали. И вот только в 1973 году у нас была свадьба. Дочку мы родили на 6-м курсе. Мама моя сразу же после исполнения месяца взяла с собой, чтобы мы доучились благополучно. И дочка нас воспитывала все бабушки с дедушкой. До 5 лет всегда была у родителей моих. Дедушка мой главным врачом Верхневлюйской больницы был. И я там по полдня с ним на работе, да, как бы вот оставляли, оказывается, с ним у секретаря, то ли у помощницы, я не знаю. Полностью его жизнь была связана только вот со здравоохранением, и всегда он был организатором здравоохранения. То есть они начинали вот всю основную вот поствоенное время полностью восстановление медицины, организация вот участковости, все это на организаторов тех лет, как бы этот период пришелся. Бабушка всегда рядом с ним была. Ну, я очень-очень бабушкина внучка. Это безоговорочно, я всегда с ней только спала. Всегда вместе были. Бабушка наша была очень мудрой, доброй и умной женщиной. У них, как вот у дедушки, у моей бабушки, все для людей было. Также и родители мои. У меня мама с папой, вот все для людей, все должно быть как бы, ну, все лучшее, все свои знания, все свои силы, всю свою доброту и любовь, вот все как бы хватает и на нас, и на всех окружающих. Действительно, они передали вот с кровью нам вот эту любовь и к людям, и к работе. У моих родителей, я думаю, какая-то фишка, вот трудоголизм. Вот что-то такое. Вот действительно их не было никогда. Обиды нет, потому что я всегда знала, что они рядом, они в любой момент, там раньше дорог-то не было, как бы, да, они приезжали вот как могли, например, когда у них что-то там возможность есть. Сама вот летом тоже типа на каникулы к ним ездила. Нет, нехватки никакой не было. Это был праздник, когда они приезжали. Я маму просто, я не знаю, вот, я считала и до сих пор считаю, что она мне самая красивая. Вот я до сих пор помню, как в детский сад она пришла. Пальто было в крапинку, сейчас вот опять в моде, да, и чулки, сапоги. С тех пор я эти чулки, сапоги сама хочу найти такие же. Вот, ну просто вот это вот самый был какой-то такой очень запоминающийся момент, но это еще не считая те, что вот новогодние, когда там эти, потому что мы действительно видели по праздникам, вот когда я маленькая была. А так постоянно, еще несмотря на эту нехватку времени, вот в садовском возрасте-то они вместе были, утром просыпаешься, тот тебе Снегурочкин костюм, потом утром просыпаешься, то еще что-нибудь, какой-нибудь костюм, да, ну вот Снегурочкин был особо такой, прямо весь с этими в мехах, да, просто он был супер шикарный. Помню, так гордо надела. Да, вот садики, тут шапка, еще тут вот этот помпончик еще так сильно понравился. Но мама это шила, да, вот как бы за ночь, потому что никаких примерок вообще не помню, может, стерлась это, не знаю. Все так красиво. И вот в детском саду была я один раз в жизни Снегурочка. Это был первый и последний раз. Потом, ну, как-то что-то посмеялись, я вот запомнила. Он говорит, Снегурочка и Дед Мороз что-то черные такие.
Почему-то самых таких, видимо, то, что стихи хорошо читала, не знаю. Но этот костюм прямо самый, мне кажется, самый лучший. Папа тоже вот всегда, вот, например, новогодние мешки, это точно на папе. Вот он раньше же приклеивал кто-то открытку, а он всегда рисовал на них. У нас еще что, они постоянно на каждый день рождения мы друг другу до сих пор тогда делаем, но сейчас уже как бы в электронном варианте, вот стенгазеты. Это папа начал, да, вот под руководством мамы, конечно, но папа прямо, да, всегда стенгазеты, вот эти вот шарады. У нас всегда был этот крокодил журнал. Вот и оттуда вырезки, вот эти вот, у нас куча фотографий без голов. Это, я не знаю, альбомы старые. Слава богу, сейчас этим не занимаемся, это жуть прямо. Я говорю, почему опять у меня там нет головы? Ну вот так вот как-то, там куча людей сидит, и вот у них, это самые любимые, значит, без голов. Ну вот это вот, понятно, да, у газеты делали когда. Действительно, для нас это всегда был праздник, когда мама с папой дома вдвоем. Счастливо, когда ты, может быть, просыпался в воскресенье или в субботу, и на кухне мама с папой, никуда не уехали или что-то. Действительно, редко было, когда по выходным, прям с утра, с раннего утра все дома. И на весь день. А на весь день это уже вообще шикарно. Как мама с папой вдвоем, обязательно кто-то приходит, обязательно чаепитие, обязательно полный стол угощений. Папа очень хорошо готовит. А по первости, когда мы женились, он не умел даже заправлять свою кровать. И когда первый раз приезжала в гости мама его, Мария Павловна, она была очень удивлена, что сын умеет, оказывается, все делать и делает по дому, потому что у нас такая работа была, что то меня вызывают, то его вызывают. Когда меня вызывает, я только затею что-нибудь, приходится заканчивать ему. Та же стирка, та же уборка в доме, поэтому он всему этому научился поневоле, конечно. Обычно у нас никогда не делили работу по дому. Нет такого, что мужчина или женщина. Кто освободился, кто свободен, тот и готовит. С удовольствием, как-то не утруждая себя, кто первый приходил, начинал топить печь. Два раза в день же топится же печь в частном доме. Не в частной, в квартире, там, где печное отопление. С утра с 5 часов начинаем топить, и мы никогда не опаздывали на работу. Приходили, бывало так, что плюс 14 всего градусов, то мы начинаем топить. А еще печь у нас была такая, что прям все выдувало. Вот так вот мы жили, но ничего, вроде бы как в порядке вещей, не унывали, потому что друг друга поддерживали. Допустим, если бы он не мог поддерживать и не помогать мне, мы бы давным-давно наверняка бы там оттуда и уехали бы. Родители, несмотря на свою занятость, мы всегда чувствовали их любовь, заботу. И очень помогало, наверное, то, что они же врачи, и учителя все знали родителей. Это вот сын Жиркова. Вот для меня сейчас детство это как одно большое счастье. Но я вот не помню даже, что где-то плакал или в чем-то был как-то расстроен. Полностью был, наверное, счастливое детство, как у многих, наверное, детей. Очень счастливый момент, когда вот мы, например, все вместе собирались, вот когда братик маленький был, и мы вот все собираемся за столом, и очень тоже несколько таких я вечеров помню, просто очень счастливо было. Папа всегда, допустим, меня с раннего детства возил с собой на охоту, на рыбалку. По ягоды мы обязательно, это вообще священно. Даже вот есть село Чапанда рядом с Нирбой. Там у нас семейные друзья жили в свое время. И мы ездили по ягоды вот в село Чапанда на мотоцикле. Мотоциклы с колясками. Полностью загружались в коляску по 3 детей, по 4 детей. Собирали ягоды с раннего утра до позднего вечера. И там от соседей, друзей даже такую маленькую байку сделали. Это вот Жиркова с друзьями приезжают по ягоды, и они, видимо, еще с фонариком собирают. Когда уже в лесу темно, они все равно до сих пор в лесу. Очень теплые воспоминания детства.
Удивительны и прекрасны красоты якутской природы. Они оказывают глубокое влияние на наши чувства. Именно они являются вратами из мира внешнего в мир внутренний. Любой ее вид и любой звук, будь то шелест листьев или дуновение ветра, вызывает в глубинах сознания волнующий душу трепет. Невольно человеку хочется туда возвращаться и непременно петь. В небе радугой горя, встала юная заря, и звенит в полях родных песню рбинцев молодых. Над ласами плывет воздух сладкий, точно мед, и берез веселый строй над Вилюйскою волной. Вот эти слова песни, ну, очень помогают, может быть, какие-то трудные моменты, когда ты скучаешь по родине. Поэтому очень хорошая песня. Всем своим землякам большой-большой привет и родине. Очень люблю свою малую родину. Очень красивые места. Недаром называют Кёх-Нюрба, зеленая Нюрба. И как у нас дети росли, разница в 5 лет, помощницей была во всем. У меня дочь старшая, сын, я не помню, чтобы он в детстве ослушивался. Они у нас никогда не дрались, не ругались особенно. Потом уже, когда пошли в школу, тоже от того, что они, видимо, хорошо учились, как-то нам это очень помогло. Вот так вот как-то незаметно время прошло, они у нас выросли и сами же самостоятельно выбрали свои профессии. Почему я стала врачом? Об этом даже вопросов не было. Вот как папа говорит, как-то так в подкорку засела. У нас вокруг одни медицинские работники. Да? Постоянно вот кого-то лечили. Потом родители мои, вот мама с папой тоже постоянно. Я уже думала, что так и должно быть. Потому что звонят, вот начиная от зубной боли, заканчивая более серьезными проблемами. Мне казалось, что вся Нюрба, все женщины беременные или там у кого-то что-то. Ну, потому что, ну, всякие проблемы. Кто-то хочет родить дальше, кто-то, может, не хочет. Тоже вопросы такие были. Ну, вот поэтому с утра до вечера были звонки и приходили, спрашивали. Поэтому вопросов у меня даже не было. Хотя у меня мама с папой не хотели, чтобы я стала врачом. В принципе, вот показывали вот как бы другие направления тоже, но я себе не представляла. Вот с детства лечила, но куклами особо не играла, но вокруг всех лечила. С сумочкой ходила, там, кстати, зеленку еще таскала одно время тоже. Ну, в общем, как-то так. Может быть, это призвание, может быть, это просто вот в крови, да? Ну, поэтому так получилось, что я и того вот как бы пришла к тому, что стала врачом. Просто повезло с родителями и бабушками, дедушками, наверное. Правильно выбрала свою профессию. Я очень люблю свою профессию. Есть сложности, но я выбрала нет, я ни гинекологом не стала, ни хирургом не стала. Я все-таки выбрала даже не стационар, я в поликлинике работаю. Это все-таки, да, это прием, это закрываешь дверь, выходишь хотя бы точно. Ну, точно оставаться, ночевать не остаемся. Поэтому, ну, до родителей нам еще расти долго, длительно. Стать врачом у меня даже вообще в мыслях не было и во сне не было. Ну, просто вообще желания не было. Но я очень все равно любил врачей. Он лечит по телефону друзей. Опаснее. Допустим, ну, симптоматика, вот эти ранняя диагностика. Вот это уже, ну, все равно... Онлайн-консультации. Да, онлайн-консультации. Это вот все равно, когда ты всю жизнь воспитывался в среде врачей, и вот разговоры слышишь, по телефону даже слышишь.
как они общаются. Поэтому то, что я вырос в среде врачей, очень помогло. Я сам закончил Нербинский технический лицей в 1995 году. Поступил в Академию нефти и газа имени Губкина и вот проучился в городе Москве. Во время студенчества это вот, как говорится, лихие 90-е, да, и зарплата вовремя, допустим, родителей не приходила. Поэтому я родителям очень сильно благодарен, то, что они в такое тяжелое время, не знаю вообще, как меня отпустили учиться в Москву. Все время поддерживали, поэтому успешно как бы закончил университет. Потом поехал работать в город Мирный. Там нашел свою вторую половину, тоже по образованию она врач. И я смеюсь, говорю, сам врачом не стал, так, ну, все равно судьба как-то привела то, что супруга мединститут закончила. И действительно, почти все в окружении Айсена и его родственников – медики. Профессия врача – одна из самых сложных специальностей, которая приносит порой много моральных переживаний. Особенно, если твоим пациентом является самый близкий человек. Наверное, мало детей, которые принимала роды родная бабушка. Вот у меня старшая дочка и средняя дочка, их принимала моя мама. Мы ездили в Нюрбу рожать. Когда старшая родилась, мы в Мирном жили, мы поехали из города Мирного в Нюрбу специально рожать. Отпуск подобрали. Приехали рожать с первой дочкой. Я же понимаю вот терминологию, там воду отошли, значит, а по моему мнению это было. И мама все время, когда разговаривала по телефону, допустим, с роддомом, я в детстве помню, а воду отошли, ну все, вызывайте скорую, я еду. И вот это меня запомнило, потому что если воду отошли, значит, надо уже все. А тут вода отошли, и они сидят, чай пьют до кухни с моей женой. Я говорю, а я уже сам беспокойно говорю, а что не едем, давайте ехать, уже же все, наверное, сейчас уже. И потом очень долго собирались, это или мне так показалось, и они уехали. И потом тоже в 2002, по-моему, мобильного тоже не было. Мы с папой остались. Папа сначала позванивал в роддом, что, как там. И нет, все нормально, мама, все нормально. И потом после обеда они уехали до обеда, ближе к вечеру мама сказала, вы больше не звоните, хватит. А потом я слежу за папиным поведением-то. Папа ближе, к позднему вечеру, уже 10 часов, он стал туда-сюда ходить. И я думаю, что-то там, наверное, происходит. Но все равно то чувство, то, что именно там мама у меня находится, все равно это было спокойно. Если бы я представляю вот эту картину, уехала у меня жена рожать здесь, в роддом, и тишина, и вроде бы воды отошли уже почти что сутки, не знаю, совсем по другое восприятие. И тут как бы уже спокойно. Потом вторая дочка, мы даже не обсуждали то, что поедем в Нюрбу, все. Поэтому большое спасибо нашей маме. Конечно, было очень ответственно принимать роды. Раз согласились, надо доводить до конца. Надеялась, что все получится, все благополучно обошлось, что внучка родилась, что первые роды прошли удачно. Это было, конечно, очень даже приятно. Родилась внучка, конечно, это было счастье. Вот маму сейчас я представляю, как она принимала роду, внучку, вообще не могу представить, потому что я просто стояла рядом и поддерживала. Вот дочка меня с собой в родзал попросила, эти совместные роды попросила с мамой. Я уверена была, что я такая деловая, но там она... Нет, я вообще забыла все. Я после родов была все мышцы у меня болели, я с ней совместно тужилась, дышала.
вот может даже испытывала почти что боль, да, вот как бы эту. И вот момент появления счастья внука, когда я вижу вот со стороны, как смотрит мама, хотя я доктор, я, конечно, была на родах, и вот сама вот после родов, после 3-го курса 100% была уверена, что я уже не буду гинекологом. И этот момент, вот, наверное, очень тоже запоминающийся, и совершенно другие абсолютно чувства испытала вот в этом году. Да, моменты счастья рождения детей. Я просто, не знаю, переполняли чувства все. Говорят, что неземное счастье врывается без стука. Так оно и есть на самом деле. Рождение ребенка всегда чудо, ведь это проявление любви и преданности родителей друг другу. Каждый день, проведенный с детьми, глубоко обогащает их сердца новой любовью и нежностью. Но жизнь – штука непредсказуемая. И если эта невидимая нить между ребенком и матерью прерывается, то на части разрываются и сами сердца. Она единственная была в семье. У матери рождались дети и умирали. И чтобы ее оставить в живых, то даже было такое обычай же, отдавали на воспитание. И она была передана совершенно не родственникам, вначале увезли, а потом вернулась к родственникам. И она вернулась к родной матери только уже в подростковом периоде, в 14 лет. И, конечно, тяжело было, говорит, представьте, 14 лет уйти совершенно с того места, где она воспитывалась, да, куда-то далеко, вместе с мамой поехать. А мама у нее, от того, что она ее не воспитывала, была она намного суровее, и к ней же прям как-то так требовалось все, да, ей страшно, видимо, было. Но потом мама ее до конца жизни прям очень уважала, ни разу она знала, что ей нравится, что не нравится, при ней никогда не делала то, что не нравилось своей маме. Она очень уважала ее, тем не менее. Никогда не корила ее ни в чем, нет. Обиды тоже не высказывала. В общем, такая очень была у меня мама мудрая. Мама была у нас совершенно очень спокойная, любила детей, внуков, очень любила. Она говорит, я одна росла, я хочу, чтобы, в общем-то, у меня много было детей. Вот 5 детей вырастила. И она каждого внука и к невесткам обязательно месяц проводила время вместе, чтобы облегчить работу. Она была очень внимательная. Она дала мне жизнь, воспитывала мне те качества, чтобы легче было в жизни. Она всегда учила относиться ко всему легко. И что всегда все придет в свое время. Стараться всегда делать то, что тебе хочется. И всегда советовались мы. В то же время иногда мы становились подругами, как говорится. Папа у меня был главным врачом. Вот как в данное время он был настоящий семейный врач. Он и оперировал, и гинекологом работал. Отец у меня 14-го года рождения, мама 18-го года рождения. Родили 5, в многодетной семье воспитывалась. Они нас воспитывали своим примером, как бы говоря, да, особо как-то не ругали, они всегда рассказывали, разговаривали по вечерам, всегда говорили, что вот такие вот ситуации были, туда-сюда. И вот это, конечно, в какой-то степени помогло. Они очень хвалили, когда что-то даже такое не особо сделали, вдохновляли нас. Так мы 5 человек и выросли. Верен отец в медицине гений. Он заслуженный врач России, Республики Саха, обладатель ордена Ленина. Вот он смотрел, когда человек заходит, он разговаривает и смотрит. Так, и как-то оценивает. Да? А потом он, когда выходит, все, причем он меня спрашивает, и ты думаешь, он здоров или чем-то болеет? Я говорю, хромает. Нет, у него тут дело не только в хромоте, у него там
позвоночник, у него что-то то. Он все, вот это меня научил. И я сейчас на приеме сидел, вот человек больной заходит, я смотрю, как он доходит, как разговаривает. И примерно я уже знаю, на что он будет жаловаться. Это пример Якова Петровича. И разговор. Начинаешь, когда разговор, он начинает, как живешь, как прошел день. И так постепенно, уже знаешь, что у него там день проходит, что-то утром стал плоховато, так, что-то. И уже небольшой диагноз уже есть. Так что пример у меня Яков Петрович. У него были тоже хорошие очень родители. Отец был участником, ветераном войны. Он воевал с 41 года и в 46 году только вернулся с войны. Работал комендантом в Кенигсберге, восстанавливали там дела, видимо, свои. В 47 году вернулись. Мария Павловна тоже была такая очень хорошая, добрая мама. Эмоциональная и очень много с людьми разговаривала. Она в последнее время работала медрегистратор, поэтому весь Стрельников знал. И весь Стрельников знал. Папа работал председателем горисполкома Стрельниковска. А жили мы в самом плохом доме. Он был очень честный, очень принципиальный. Очень принципиальный. Вот его принципиальность – это его указ для меня. Во время войны он в штрафбате даже служил. И вот характеристику дали. Кристально честный. Это комиссия. Пожалуй, самым главным основанием родительского авторитета является работа родителей, их гражданское лицо и поведение. Только так и никак иначе передается трудолюбие другим поколениям. Но это все врачи того поколения, я думаю, так воспитаны. Очень горжусь своими родителями, потому что столько проработать действительно на одном месте в полную силу, 47 лет. Так нет, все равно же мама здесь продолжает работать. Она вот сейчас в Якутской городской клинике, ну раньше называлась городская клиническая больница, сейчас республиканской клинической больницы, работала сначала в перинатальном центре, потом вот предложили работу более спокойную в отделении профилактики. Она впервые вот удивилась, что, оказывается, можно вот в 3 часа закончить, закрыть дверь и до завтрашнего утра быть спокойным. Я вот постоянно удивляюсь, сколько у мамы вот стремления все равно продолжать вот свою профессиональную деятельность. Это в час ночи, это молодые люди-то сейчас, студенты ленятся там ночью посидеть, там час в вебинаре послушать, а мама прям все еще записывает. Ну, то есть вот это, и иной раз тебе самому становится стыдно, что вот твоим родителям по 73 года, и они слушают там вебинар, а ты не можешь послушать ночью. Поэтому вот это вот действительно не было такого воспитания, то что ну-ка сядь, я тебе сейчас расскажу, как жить или как надо жить. Такого совсем не было. Они показывали на своем примере жизни. Мы на них смотрели, все полностью впитываешь, и может быть чуть-чуть поздно сейчас вот это все осознаю, что действительно вот это на самом деле вот это и есть воспитание, когда ты своим примером показываешь детям, как надо относиться к людям, как надо любить людей, как надо любить любого человека вообще. Потому что каждый у них пациент, вне зависимости
от статуса, вне зависимости от возраста, вне зависимости от пола. И они вот всех прямо любят и от всего сердца с каждым пациентом общаются. Но это, наверное, самое такое дорогое, что мы стараемся тоже быть такими, но еще далеко. Я говорю, вот несмотря на такие стрессы, сохранить вот это вот спокойствие, любовь такой, ну это правда безусловная любовь. Просто да. Вот так же и баба с дедой наши, и также мои родители. Ну, мама вообще, как все говорят, как-то ее, ну, как святая. Вот она сердится или не сердится, да? Это мы эмоционально там уже можем и всяко показать. И это. Нет, вообще не равнодушна, а просто всегда вот такая, и всегда вот, например, ну ничего, ну там это исправишь, с этим справитесь. Ну всегда вот действительно как-то помогает своим словом и ну, лечит людей словом. Мамины руки это совсем ну, другие руки, но они всегда такие мягкие, теплые. У нее никогда холодными руки не бывает. Когда в Нюрбе идем по улице, они вообще нормально не идут. И они всех знают. Нюрба это большой район, там сколько, 26 тысяч, 30 тысяч населения, да. Сейчас чуть меньше, может, стало, а так большое такое. И все, если у кого-то там, допустим, не операция, там, не аппендицит у многих, как перелом, точно когда-нибудь там, или еще что-нибудь, или у кого-то родные. Мамы вообще все женщины рожали, мне кажется. Такая вот любовь, и все свободное время мы сейчас стараемся проводить всей семьей. Вот с мамой, с папой, выезды на природу, на пикник. Может быть, это восполнение того, что времени, то, что мы проводили друг без друга, поэтому нам это очень как бы дорого, мы этим дорожим, то, что мама с папой здесь у нас рядом. И очень хорошо, когда они вот переехали в город Якутск. Это вот такое хорошее прям чувство, что вот они здесь рядом. И живем все рядом в одном районе, друг от друга буквально пешком добегаешь. У народа Саха вот принято, да, как бы вероисповедание по природе. Поэтому мама это, наверное, вся наша большая природа. Именно тот момент, когда начало лета, когда все кругом зелено, солнечно, ярко, Алас весь зеленый и заполняется солнечным цветом. И вот эти, допустим, цветы на этом Аласе, это дети, внуки, вся твоя родня, все твои близкие. А все это в целом, это, наверное, образ мамы. Я думаю, по душе, наверное, все это чувствуют. И вот моя мама, вот эта природа, бабушки наши, это вот тоже аласы свои, тоже яркие. И я думаю, чтобы у каждого был такой алас яркий, солнечный, заполненный яркими цветами, красивыми. Очень люблю свою маму. Конечно, очень хорошо было бы, чтобы она была рядом. Она как-то ушла так незаметно. И такое чувство, что где-то она охраняет нас что-то недалеко, в небесах, как ангел, сопровождает и помогает нам. Алай сарыл майда, ичат көрді хирета, ирақ сирге дурайда, үчүгейін күйіл сайын, дойдым өттақ салгына, хатыңнарым сугуна, хотын бүлім долгуна.
Каждый человек – это отдельная история, отдельный мир. И как каждый человек и его мир имеет свое начало, так и его семья имеет свое продолжение. У наших сегодняшних героев продолжение идет не только в детях и внуках, но и в профессии. Общий медицинский стаж Егоровых-Жирковых в целом составляет 261 год. И это еще не конец истории. Наши герои скромно, но гордо признаются, что стремление помогать людям у них в крови. А это значит, что обязательно будет продолжение истории. Ведь все они находятся под покровительством ангелов-хранителей в белых халатах. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.